С одной стороны, мы бесспорно, и мы, и наши российские партнеры, видим, что начинает присутствовать в наших взаимоотношениях несколько иная риторика. Есть заявления премьер-министра Кобахидзе и некоторых других представителей власти Грузии о том, что они хотят наладить отношения с соседними странами, в том числе с Абхазией, с Южной Осетией. Есть какие-то ростки прагматичной политики в отношении Российской Федерации. Это, безусловно, не проходит мимо нашего внимания. Но при этом, с моей стороны, кажется, необходимо сделать какие-то практические шаги. Иначе это останется просто декларацией. Да. Ну, с моей точки зрения, это мог бы быть такой шаг. Принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы. Это, кстати, краеугольный постулат в наших международных женевских дискуссиях, которые продолжаются уже длительное время. Вот в ближайшие дни делегация Республики Абхазия во главе с заместителем министра иностранных дел отправится в Женеву. Мы стоим твердо вместе с нашими российскими союзниками на следующих позициях. Договор о невозобновлении применения силы, и после этого можно будет говорить о возникновении какого-то процента доверия. Иначе, как я уже сказал, это просто декларации. Ну, грузинская сторона пока что с упорством, достойным лучшего применения, отвергает эти предложения. Поэтому мы не обольщаемся, иллюзий никаких нет абсолютно. Мы идем своим курсом, своим темпом, при этом предлагая по-прежнему грузинской стороне преодолеть вот эти фантомные боли, которые существуют пока еще, принять реалии существующие и действовать в русле национально ориентированной политики, а не следовать в фарватере Вашингтона, Брюсселя, неважно. Думать о тех реалиях, которые сложились в регионе. И тогда возможно изменения в лучшую сторону.